Заплати налоги и спи спокойно. С 1 января стартовала декларационная кампания 2020 года. А это значит, физическим лицам необходимо отчитаться о полученных доходах за прошлый год. За официальную зарплату отчитываться не нужно. Это делает работодатель. Так давайте разберемся и перечислим те случаи, когда в налоговую все-таки придется сходить самостоятельно. Итак, это если вы продали квартиру, дом или машину. Если вам подарили недвижимость или автомобиль не близкие родственники. За сдачу в наем и аренду тоже придется доложить. Также в этом списке прибыль от выигрыша в лотерею или деньги, полученные от организаторов азартных игр. Представляется декларация в формате 3 НДФЛ, причем заполнить ее можно в электронном виде в личном кабинете на сайте налог.ру. Декларация в личном кабинете налогоплательщика, она более упраздненной формы. Практически она там готова, необходимо надо будет нажать определенные только параметры. Кстати, если вы продали квартиру, которая была в вашей собственности больше 3 лет, то такая сделка налогом не облагается. А тем, кому все-таки нужно отчитываться, необходимо это сделать до 30 апреля 2020 года. Иначе вас ждет штраф. А вот если вы хотите получить налоговый вычет, это когда государство вам возвращает деньги, то во времени вас ограничивать никто не собирается. 13% можно получить обратно за лечение, обучение. В этих случаях вам вернут до 120 тысяч рублей. Благотворительность. Здесь вид социального вычета ограничен четвертью годового дохода налогоплательщика. А за покупку недвижимости вы можете рассчитывать на максимальный возврат в 260 тысяч рублей, если квартира или дом стоили больше 2 миллионов. Они эту сумму сразу не получают в зависимости от уплаченной суммы налога. Допустим, в 2019 году физическое лицо купило квартиру, и при этом у него заработная плата составляет, ну скажем, 1 миллион в год. Да? Сумма уплаченного налога в этом случае составит 130 тысяч. Он получит 130 тысяч, остаток недополученной суммы он получит в следующем году. Оформить налоговый вычет за покупку недвижимости одновременно могут и оба супруга, а значит и сумма получится в 2 раза больше. Если муж и жена купили вместе квартиру и сумма покупки составляет более 4 миллионов, они могут параллельно вдвоем подать налоговую декларацию. Каждый отдельно предоставляет налоговую декларацию. А в том случае, если сумма менее 2 миллионов рублей, тогда один из супругов. Налоговые декларации необходимо предоставлять в налоговую по месту вашего учета. Адреса и телефоны, а также точное время работы отделений можно узнать на сайте налог.ру.